Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Же кричал везде, что давай заходите, я готов там разговаривать, я вам то объясню, что вы там, ваша религия не права, там это то. Давай я слушаю ваши доводы, что вы, какие вы хадисы приводите, давай с цепочкой, ты как, что вам непонятно, что вас ввело в такое заблуждение, в котором вы сейчас находитесь, да, мне непонятно. Извини, но мы тут не на исповедь к тебе пришли, чтобы тебе-то тут исповедоваться. Вот ты зашел, Ты собрал вокруг говоришь, себя... что я говорю где-то ложь. Подожди Да у на тебя секунду, всё да, ложь я там. заговорю. Все ложь. Подожди, хорошо, подожди. Вот ты зашел и говоришь, что я ложь говорю. Давай, если все ложь, это вообще это, когда говорят, когда нет ответа. Одну ложь возьми, и давай его начинай, так скажем, по полочкам раскладывать. Что значит, давайте, какие у вас там хадисы, какие у вас. Мы тут что, святому отцу на исповедь пришли, что ли? Нет, это ты пришел сюда отстоять честь своей религии, что мы наговариваем на нее. Давай возьми один наговор или ложь, и давай, говори, где я солгал. Свои слова, обвинения, которые ты бросил, давай приводи доказательства. Утвердитель галлон, да, адекват, то, что ты же доказываешь, что типа сам это верно, да, это ты должен доказывать, что мы, ну типа антитеррор ложь говорит. Уже ложь то, что вы отрицаете, что Аллах есть, что Он создатель этой вселенной, нас с вами. Это уже ложь. Давай с этого начнем. Это Ну уже давай ложь. доказательства приведи, что... Ну хорошо, тогда если Для это меня, ложь, как для это здравого просто ты человека, голословно. у которого есть разум, я вижу Подожди вокруг... на секунду. Ну, никто тут Бога не отрицает. Речь идет об Аллахе. Связался ли с ним Мухаммед, вошел ли он в Саллаллаху контакт с ним. алейхи вассалям. Вот Что, ты и что говоришь, тебе не... что... Вот ты, Ага. ты говоришь, один раз сказал, что ложь, я говорю. Второй раз сейчас говоришь, что ложь. Ну так давай, приведи доказательства, что именно Аллах, не Зевс, не Один, а именно Аллах является создателем всего и вся. Приведи доказательства, пожалуйста. Я Слушай. тебе привожу доказательства, да, как множество богов, да, может быть, да, это просто разуму противоречит, да, Всевышний Аллах в Коране говорит, если бы здесь было множество богов, здесь между ними войны были бы, это невозможно просто, да. Есть единый Творец. С чего этот Аллах решил, что они воевали бы между собой? Это что за аргумент, что они воевали? Они что, люди, что ли, боги? Это человек в соответствии со своими качествами, с человеческими качествами, приписал их Богу и написал в Коране, что они воевали бы. Это никак не от Бога. Я тебе не говорю, что есть множество богов, что есть меньше богов. Что мы говорим ложь, отрицая Аллаха. Я тебе еще раз Вот я привожу тебе свой довод. вопрос. Да? Я тебе говорю, что докажи, что если я, например, отрицаю, что Мухаммед вошел в контакт с высшим разумом, и что именно Аллах является этим высшим разумом. Именно арабский вот этот интерпретация Бога, я это отрицаю. Я считаю, что Аллах это камень, идол которого Мухаммед, чтобы прийти к власти, возвел в ранг небесного Бога и написал в Коране, приписав этот Коран ему, рай, Бог приписал рай, где будет вечно происходить оргия, как в публичном доме. И вот ты говоришь, ты свои заклинания можешь говорить про себя, выключив микрофон. Тут говорит,
эти мантры, они ничего абсолютно не означают тут. Вот ты говоришь, что мы отрицаем Аллаха, и это ложь. Привел пример, когда тебя поставили перед фактом. Ты привел пример. Опять же, привел ты довод, пример, не подтверждая их доказательствами. Я тебе еще раз повторяю. Докажи нам, что именно Аллах не Один, ни Нептун, ни Марс, ни другие боги, а именно Аллах является создателем всего и вся. Я не говорю про многобожие, что много богов, а именно, почему именно один Зевс не является создателем? Почему Один не является создателем? Почему именно Аллах, арабский бог, у которого было 3 дочери, является именно тем, кто создал всего и вся? Приведи доказательства. Вот и все. Да. Слушаю. Вот ты говоришь, хорошо, я сейчас тебе объясню, ты послушай теперь. Как мог бы Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, среди которых тысячи вот этих язычников жили со своими божествами, которые, как они считали, как ты тоже считал, что ихние боги это все создали. Один создал солнце, другой луну, третий небо, еще что-то. У каждое божество, так сказать. Я так не считаю. Ты сказал, не будешь перебивать меня. Ну ты на меня ложь вешаешь, понимаешь? Теперь я ты ставлю на меня так. ложь вешаешь. Теперь я говорю так, как Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, смог среди вот этих тысяч язычников эту религию распространить, если его Всевышний Аллах не поддерживал, единый, который послал его с этой миссией к людям. Вот ты ответил на вопрос. Вопросом я тебе сказал, приведи доказательства, а ты мне вопрос задаешь. Хорошо, все будут свидетелями, что ты не ответил на вопрос и задал мне вопрос. Как он мог распространить эту веру среди тысяч язычников? Я тебе отвечаю на секунду. Я тебе отвечаю. Но перед ответом зафиксируем, что твое обвинение, что отрицая Аллаха, это является моей ложью, обвинение, мой адрес, это твои слова были без доказательств. Это было пустое обвинение. Это мы зафиксируем, а теперь ответим на твой вопрос. Мы это не зафиксируем. Подожди на секунду. Я на вопрос отвечаю. Но на мой вопрос ты не ответил и доказательства не привел. Ты задал вопрос. Я буду отвечать теперь. Во-первых, Мухаммад смог распространить эту, скажем так, допустим, хотя тогда никакой религии не было, арабского языка не было, Коран он не записывал, это все знают, все сунниты признают это. Как он мог завоевать Мекку? Вот ограбил при Бадре караван, заработал много денег, по сегодняшним меркам миллиарды, собрал всех обиженных, униженных рабов, которые и так были рабами и боялись всего и вся, в общем, такие обиженные рабы. Собрал их всех, подкупил, как все тогда делали, как у всех армия состояла из наемников в то время, так и Мухаммад нанял наемников, вырезал кого можно, кто критиковал его, когда он ходил в Мекке. Аллах меня послал к вам, Бог послал к вам меня, он со мной связался, сделайте меня своим царем. Я летал на небеса, на бураке летающем. В общем, все эти сказки, басни, рассказни он рассказывал, и все смеялись над ним. И один был случай, когда ему сказали, подними одну ногу, он поднял, сказали, подними вторую ногу. Тот ответил, я же упаду. Тот ему сказал, так утверждаешь, что ты летал на небеса. И вот так все стебались с него, он был униженным, обиженным.
И, в общем, ничего у него не получилось. Царем его мекканцы не сделали. Он переселился в Медину, собрал там своего родственника Абу Бакра, там, друга и всего банды, в общем. Напали на караван, ограбили караван, заработали миллиарды, Мекку завоевали, и все забыли про религию. Хотел жениться на 6-летней дочке своего друга. Как правило, все диктаторы считают первыми, в общем, самую угрозу дворцового переворота вчерашних союзников, таким образом считая Абу Бакра опасным для себя. Он хотел жениться, породниться с ним, на 6-летнюю дочку на него. Он так боялся, наверное, что даже на 6-летней попытался жениться. Но не получилось у него, он подождал, оказывается, наверное, Абу Бакр выдал, есть еще хадис, где у него перепалка случилась, когда он ее 6-летний просил ее руки. А женился он в 9 лет, так вот можно логически посудить, что, скорее всего, это Абу Бакру не понравилось, и они как-то подождали, пока ей исполнилось 9 лет. В общем, и все про религию, все забыли. Но вопрос не в этом. Даже если он ее распространил, да, он там 1,5 миллиарда у вас верят, что именно Ара, вот этот камень, у которого были 3 дочери, является создателем всего и вся, который не знал, что на севере солнце не заходит, и приказал людям поститься, пока солнце не сядет. Приказал еще направление держать Мекку, где бы вы ни находились, не знаю, что земля круглая, и что если на другом конце земли, как бы ты не повернулся, ты не сможешь никак в сторону Мекки повернуться. В общем, расстелил он землю как и колышками поставил горы, чтобы как ковер его. В общем, и так далее, и так далее, и так далее. Можно перечислять и перечислять эту ложь и противоречия и все вот это в Коране. Это можно продолжать. Но этого, я думаю, достаточно. Суть дела в этом. Даже если там, что бы ни было, вот по твоей логике, из-за того, что ему удалось распространить религию, является Аллах всем создателем всего и вся, а Мухаммед его посланником, если по твоей логике это является причиной для тебя доказательства, тогда, дорогой друг мой, ты можешь принять христианство по такой логике. Легко и просто. Посмотри на карту исламских стран, посмотри на карту христианских. Почти 70% суши находится под властью христиан, где проживают христиане. А для ислама там есть 20-30, и то каждый день ты эту религию. Это вообще дичь. Это можно стать, я не знаю, кем угодно, чем вот этому камню поклоняться и целовать его. В общем, люди понимают их знаний, науки, интернета, информация 6 секунд разлетается по всему миру. В общем, по твоей логике, дорогой друг мой, можешь автоматически перекреститься, будучи мусульманином. Я надеюсь, мой ответ тебя удовлетворил. Можешь задавать другой вопрос или еще что-то. Я могу еще добавить, антитеррор, что он утверждает, что как это так распространить мудал, если бы это Бог не помогал бы ему, доллар подается. В Индии сколько там этих коров священных животных считает? 1 миллиард. Вот, видимо, Бог тоже помогал коровы священные животные, ложь, им распространять. Монголам, которые вообще завоевали 500 лет, держали огромное количество, тогдашние почти что 90% всего человечества держали в страхе и в подчинении, когда им вообще Бог помогал этим язычникам, там, тенгрианцам, монголам. То есть это вообще не аргумент, это бред. Не Бог помогал, а их Бог является создателем всего и вся по его логике.
Если распространение... Вопросом на вопрос ответил тебе. Он имел аргумент, Герцену, как бы. Вопрос, аргумент, мол, как это так, если бы и за ним не стоял бы, короче, там другие... Бог не стоял бы за ним, он не смог бы распространить Бог. Это смешной, глупый аргумент, потому что огромное количество завоевателей было успешных, там, убийц и нехороших людей, которые полземли страха держали в разные времена. То есть, если бы им всем, у кого успех, всем, кто выиграл лотерею, оказывается, Бог помогает по такой теории. Александр Македонский, который вот почти дошел до места, где солнце садится в мутный источник, был ЛГБТшником, его бог является Зевсом. Походу тогда, если по его логике судить, то и Зевс может претендовать на Творца всего и вся. Но это очень глупый и первоклассный. Может, он не такой глупый, это его разминочный вопрос был. Это, может, его разминочный вопрос был. Посмотрим, что он дальше скажет. Помимо того, что пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Всевышний Аллах дал среди тысяч язычников, один он, да, распространил без поддержки. Мы знаем, что его преследовали, пытались убить. Он был вынужден совершить хиджру, там его постигали испытания. Ты задал четкий вопрос на вопрос. Я тебе задавал вопрос, ты начал со лжи, то, что я отрицаю Аллаха, является там одного из Зевса, Одина и так далее, из Будды и тому подобное, разных богов, именно Аллаха из-за того, что я отрицаю, это является ложью. Я тебе сказал, приведи доказательства, что именно Аллах является создателем всего и вся. Ты привел вместо доказательства, ты задал мне встречный вопрос. Ты не привел доказательства, ты вопрос. Я все равно простил, проявил к тебе уважение, ответил на твой вопрос, который ты сказал. Как он мог, если он не является там пророком, один распространить эту религию? Как он мог? Это является для меня доказательством. Так христиан больше, чем вас. Понимаешь? По твоей логике, Иисуса даже вообще убили. Как он после смерти мог вернуться, стать Богом для 2 миллиарда людей? Понимаешь? По твоей логике. 2,5 миллиарда. Как этот Иисус без армии, без ничего, да, без ничего вообще. Никакой оружия, никого, как Мухаммед, не убивал, не вырезал, с мечом ислам не распространял, вырезая племена и народы. Как Мухаммед пришел, кровопролитие на Востоке началось до сих пор, не остановилось. 1400 лет. Вот что ставил Мухаммед, понимаешь? Вот твой довод не является он не довод. Это не доказательство. Ты не привел доказательства, что я солгал, отрицая Аллаха. Ты опять повторяешь это. Понимаешь? Я тебе открыл. По полочкам все разложил, что по твоей логике ты можешь, будучи мусульманином, автоматически перекреститься. По этой логике. Если то, что Мухаммед смог распространить религию, является для тебя доказательством, что именно его Бог, Бог Мухаммеда, Аллах, является именно тем Богом, который создал всего и вся. Если это для тебя доказательство, то Иисус мог его распространить без вообще ничего. Ни с кем не воевал. 2,5 миллиарда. Больше, чем Мухаммед. По твоей логике, опять же повторяюсь, будучи мусульманином, ты можешь перекреститься. Зачем этот вопрос еще раз повторять? Вот ты сказал про пророчество. Давай следующий вопрос. Тебе дам договорить. Но не надо повторяться. Этот вопрос окончен. Будучи в Медине, когда он был в осаде, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда они копали зандак, да, этот ров рыли, да, какое сделал пророчество, которое сбылось? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Знаешь ли ты? Во-первых, хадисы написаны вообще, у нас есть хадисы,
200 лет спустя после смерти пророка первый сборник собрал, это является имам Бухари. Это пророчество не может никак быть пророчеством, потому что оно написано задолго, когда эти сражения, когда Мухаммед умер и все такое. Через 220 лет. Если ты пророчество говоришь, то, например, у Дудаева есть ролик, где он говорит, что в Украине начнется война. За 20-30 лет до этого. У нас есть видеоролик. Вот Мухаммед сказал что-то там, чего-то там. Так давай покажи мне его записку или что-нибудь доказывающее это, а не то, что там... Смотри, после спустя 200 передатчика. После смерти его 200 лет, 220 лет... Да пусть он ответит, вот этот, кто там... Антитеррор, да, я ему отвечу. Про Римскую империю, про завоевание, про Константинополь и так далее. Так. Это не было предсказанием. Это была просто санкция, это был завет, это приказ был будущим поколениям захватить. Как прекрасен тот полководец, который завоюет Константинополь. Как прекрасен тот полководец, как прекрасно то войско. Он что? Назвал дату, он назвал имя, он назвал фамилию. Нет, это не предсказание. Он просто сказал, что будущим поколениям дал такое завещание завоевать Константинополь. И потом все последующие полководцы исламские пытались завоевать этот Константинополь и Рим и так далее и тому подобное. Константинополь и был этой столицей Византии. Мы про это и говорим сейчас. Это не было предсказание, это чистое, то, что ты говоришь, это чистая манипуляция, понимаешь? Спекуляция. Это было бы предсказанием, если он сказал, в таком-то году завоюет такой-то человек, завоюет Константинополь. Не сочиняет сказки, не выдумывает. Это чистая спекуляция. Это было бы предсказанием, если он конкретно сказал бы год, конкретно сказал бы имя и так далее. А это просто... Я сейчас скажу, когда-то вот, как прекрасен тот чеченец, который полетит в космос, я скажу. И через там 50 лет чеченец в космос полетит и будет говорить, вот он, что, предсказал, вот он, пророк. Понимаете? А каждый чеченец потом будет просто пытаться полететь в космос. Вот что это было. Поэтому сказки тут не рассказывай свой. Такое не предсказание, это бред просто полный. Подождите. О каких пророчествах мы говорим, если вообще Мухаммед, когда в Мекке ходил, говорил всем сделать его царем, что он посланник Аллаха и так далее, когда все прикалывались над ним. Из Ясриба, Медина сегодня называется, деревня Ясриба, где проживали иудеи, услышав, что какой-то пророк там Мекки и так далее ждут Машиаха. Потом, наконец-таки, наш Машиах пришел, они его призвали. Но по их религии пророк должен знать будущее, Машиах. Должен знать будущее. Это у них правило такое. Настоящий пророк должен знать будущее, предсказывать. Когда они его пригласили, тот говорил, что он пророк. Они устроили ему скажем, экзамен. Давай, если ты пророк, давай пророчествуй. Тест Албера. Тест устроили. Да, тест устроили. И тот выдал аят, что никто, кроме Аллаха, не знает, что будет завтра. Он в Коране говорит, я не знаю, что даже со мной будет завтра. Что с этими аятами делать вообще? О каких пророчествах мы можем говорить? Есть четкий аят. Я даже не знаю, что произойдет со мной завтра. Сокровенного будущего может знать только Аллах. Какие пророчества? Это вообще дичь, что они распространяют сейчас. Конец, признаки конца света, признаки. Что за дичь вообще? В Коране четкий аят, где Аллах говорит, даже они не узнают, когда конец света наступит. Он подойдет к ним, даже когда они не будут подозревать. Они спрашивают тебя о часе, то есть о последнем часе, о судном вот этом, конце света.
Скажи им, что о нем знание есть только у Аллаха. Это что за дичь вообще они распространяют? Какие пророчества? Они полностью противоречат Корану. Они сейчас сидят в этой глубянке своей меканской и печатают эти хадисы, понимаете, люди? Когда в Сирии война началась, они напечатали хадисы, что это конец света, все, мягкий сейчас туда придет. Шам, говорил пророк. Все эти, вот эти, Усеймин, кто эти, Фаузан был это, или еще кто-то там у них, такой салафитский мега-шейх, короче. Вот они все там на всех телевидениях призывали, скажем так, я утрирую, чеченцев, давайте придите сюда и сдохните здесь. Всех призывали. Вот конец света, Мехди придет. Такой хадис, другой хадис. Пророк сказал то. Как он может говорить, эти тупые люди даже свой качество. Хоть один раз свою книгу прочитайте, алло. Да вас как баранов куда хотят, туда кидают, понимаете? Свою книгу хоть прочитайте. Один раз. Вас не будут на религии больше обманывать, хотя будете верующими в Аллах, да, верьте в кого угодно. Мне, например, традиционному язычнику, не верующему язычнику, а традиционному, лишний Бог не мешает, ни Аллах не мешает, ни другой Зевс. Но свою книгу хоть раз прочитайте, не будете тупым стадом. Вас на убой ведут каждый год. Всегда бросают на убой. Потому что вы свою книгу ни разу не читали. И вам можно ваш этот пустой, опустевший, который вы сами своей головой, голова, это память, это флешка. Вы ее заполняете чтением Корана на арабском языке, не понимая смысла, чего вы читаете. Вы понимаете, какой дичью вы заполняете свой мозг, свои мегабайты, гигабайты в голове? Вы понимаете, какой дичью? Просто пустоту там вы создаете. Пустой информации, ненужной информации. И в эту пустую голову можно пихать что угодно. Меканцы с вами это и делают. Сами не верят в эту религию. Вообще. Своих детей в Гарвард отправляют. Там еще куда-то отправляют. То есть они поняли, что за дичь. Они не знали. Но сейчас там вообще они прикалываются вообще. Смеются над этими там. Как обезьяны в этот унитаз голову суют. Извините за выражение. Но это так и есть. Это просто прикол с людьми. Кто-то, наверное, сказал, давайте я покажу вам. Вы там людей любите или так далее, людей верите. А давайте я сейчас вам покажу, какие они дебилы. Хотите, я поприкалываюсь? Создали какую-то четырехугольную, туда унитаз вставили, и туда люди голову суют миллионами, миллиардами. Что вообще, что это? И никто не может объяснить. Самые умные кораниты говорят, да он просто так там. А другие вот это стадо даже не могут объяснить. В общем, ты дичь говоришь. Я не знаю, говорить с тобой о чем дальше. Ты свою книгу даже не знаешь, и свой Коран даже не стал про пророчество говоришь тут. В общем, и меня еще упрекают, ты арабский знаешь, ты это знаешь, ты то знаешь. Они еще смеют спрашивать меня, что я знаю, что я не знаю. Вот я, допустим, для меня, да, вот ты говоришь, я не читаю книгу, да. Вот у меня под рукой книга «Аят из Корана. Римляне», да. Повержены римляне в самой низкой или ближайшей земле, но после своего поражения они одержат верх через несколько от 3 до 9 лет. В 613-619 году византийцы были истощены войной и повержены Персидской империей, правильно же?
Но затем они побеждают Персидскую империю. Скажи мне теперь, Зевс или другие божества в своих книгах, если они у них вообще были, делали такие откровения для верующих, для своих, да, кто верит в них, да, там, были такие у них? Ты сделал два утверждения. Сохашу, Андрей? Хорошо. Слышно. Ты сделал два утверждения. Ты утверждал, что у Зевса не было, вот это для тебя аргумент был, у Зевса не было священных книг. Есть множество, 2500 культов на земле было зафиксировано. То есть есть множество священных книг, есть буддистские свитки, есть индусские, махарабаты, есть. То есть наличие священных книг ты выдавал за доказательство истинности религии. То есть ты опять здесь нам прилюдно соврал. Теперь второе насчет этих предсказаний. В чем я соврал? О чем ты говоришь? Персов захватил Абу Бакр после смерти пророка. То есть никакие их не римляне победили. Персидскую армию разбил спустя год после смерти пророка. Вот следующим халифом был Абу Бакр, который 2 года был халифом, потом помер от воспаления легких, когда с похода возвращался, упал в реку. То есть это он захватил Персию. Какие еще римляне захватили Персию? Это уже исторический бред. Все, 2 ремарки, дальше можешь продолжать. Этот Коран Мухаммед не писал. Этот Коран написан еще столько веков спустя, там, когда халиф Ибн Марван пришел к власти в Дамаске, вот этих всех собрал, придумывали арабский язык, писанину. В общем, этот Коран потом переписывался до 1924 года, пока последний выпуск, находящийся у нашего гостя в руках, пока он последний выпуск не был издан. Под каждого халифа переписывался. Найдены вот эти рукописи времен каких-то там, точно не помню, но ни одной нету времен вот этих праведных халифов, ни одного листка, ни одного упоминания, ни одного. 200 лет, как утверждают арабы, Мухаммед существовал, 200 лет после этого, вот за эти 200 лет нету ни одного упоминания о Мухаммаде, об исламе, о Коране, ни одного. То есть, опять же, это не является доказательством. То, что книга сама себя доказывает, это не является доказательством. То, что Аллах говорит сам, что он Аллах, что он там Бог, это не делает его Богом. То есть книги кто-то говорит, что вот этот является Богом, это не является доказательством. Ты должен доказать, почему эта книга правдива. Почему это является истиной? Это должен знать. Подожди, сейчас я тебе дам вопрос, посмотрим, ты ответишь на мой вопрос. Мы часами отвечали на твои вопросы. Не, я хочу, вот этот неправильно, хадис привел. Ты ответишь на мой вопрос или нет, сейчас посмотрим. Ты веришь в хадисы, что Коран не самодостаточный, что не дата Корана, что нужны еще и хадисы Бухари, который собрал, и остальные и тому подобное? Ты веришь в это? Значит, ты ставишь неправильный вопрос. Ты ставишь неправильный вопрос. Нет, скажи мне, ты веришь в это или нет? Я еще раз повторяю, мы можем ты понимать считаешь, что Коран. С Коран единственным Кораном человек может стать истинным мусульманином. Например, Почему ты на меня каком-то острове оказался какой-то чувак. Ты не понял моего вопроса. Ты говоришь, что я неправильно поставил вопрос. Я тебе его теперь перефразирую. Не ной, пожалуйста, каждый раз. В каком-то оказался какой-то чувак, какой-то мужчина. Ему с неба падает, там, самолет летал нечаянно или еще что-то. Случайно упал Коран. Больше никаких, ничего, ни хадисов в Бухаре, ни хадисов Муслима.
которые написаны 220 лет. Ладно, вы будете там, нет, он не написал их, он их собирал от арабов вот этих. Хорошо, допустим, он их собрал. Но у этого человека на острове нету этих хадисов. Просто Коран ему упал. Этот человек может быть истинным мусульманином. Я, если честно, не понимаю, вот к чему ты этот вопрос, как понять, идет человек... К чему это не твое дело? К чему это не твое дело? Просто на вопрос ответь. Ага. А то, что к чему, человек, может, и ему ты упал знаешь, Коран, если я к чему-то веду. и ему упал Коран. Идет человек, и ему упал Коран с неба, он может быть... Я не понимаю, я не могу такой вопрос вообще даже понять, есть к чему, что к чему. Я хочу Нохчу ответить по хадису, что он сказал. Не, подожди, теперь я... Ну ты глупые вопросы мне задаешь, зачем ты мне задаешь глупые вопросы? Ты посерьезнее задай вопрос. Подожди на секунду. Что значит глупый вопрос? Ты в своем уме? Если тебя в угол этот вопрос ставит, это даже не значит. Если у тебя нет ответа, нет, он тебя меня просто в угол поставили сразу Аллахом, же, понимаешь? Если у тебя нет ответа, клянусь Аллахом. Камнем клянешься. Я другим задам это тогда. Вот просто посмотрим другие, например, я в пустыне живу, то есть на острове живу. От цивилизации я там никакого у меня связи нету. Связи я потерял, там, не знаю, самолет или что. В общем, очутился я на острове. Ничего у меня нету, связи нету. Хадисы там проверять, интернета, который Меканская Лубянка печатает их, Кремлевская Лубянка их в русскоязычном пространстве день и ночь через своих сюлевских пропагандистов, рекламистов, культ Ракова распространяет. Этого там нету. У него нет доступа к этой, скажем, пропаганде. Просто ему Коран, книга упала. Как пророку, допустим. Просто упал Коран, который оставил по вашей вере. Просто оставил вот Коран, который пророк, вот ему на голову там, не знаю, может, самолета упал. Он нашел книгу, допустим. Один Коран, не упал, он нашел в этой пустыне Коран. Вот с этим одним Кораном этот человек может стать истинным мусульманином. Он может быть мусульманином. Он может уверовать. Он может завоевать рай. Его можно называть мусульманином, если он будет следовать этой книге. Что тут непонятно? Антитеррор, я дополню. Вот он говорит тупой вопрос. Я так скажу. Вот как дети с детства задают вопрос, почему своим родителям, почему снег белый, почему небо голубое, а почему солнце светит и так далее. Вот в вопросах знания о Вселенной, о Боге, о богах, о религиях мы такие же дети. Поэтому любой, даже самый тупой вопрос тупым не считается. Понимаешь, у тебя нет таких определений, по которым ты можешь сказать, что этот вопрос тупой, а этот вопрос не тупой. Пусть, вот антитеррор ничего не знает, и он тебе задает тупой детский вопрос, и ты на него должен себе ответить. Может ли человек без всяких Бухари, не Бухари, сам своим умом интерпретировать, анализировать аяты, правильно их понимать и попасть в рай? Вот тебе вопрос. Мой ответ теперь на твой что там задал, да, типа на тупой вопрос. Ну, идешь ты, упал. Откуда упал? Хорошо, ладно. Упал Коран. Если у тебя, ты только что сказал, подчеркнул, если у тебя нету знаний упал, он нашел, об этой... допустим. Хорошо, ну ты изначально сказал, он упал, поэтому для меня это показалось странным. Ну он нашел там его. Теперь хорошо.
Ага, не хорошо. понял, Пусть для вас он упал, нашел, не суть важно, не зацикливайтесь на это. Без знаний, да, как ты можешь узнать, что там говорилось, кто тебе это растрактует, да, кто тебе это объяснит, о чем там говорилось. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, объяснял каждый аят, да, когда ему не спосылался, о чем, о ком, в какой период времени, да, тот или иной аят был ниспослан. Это же не так вам шел он и нашел эту книгу. Нет, вы сначала узнаете, как это было. Тебе вопрос задан, да или нет, и все. Он без может знаний, стать мусульманином? Без Он знаний, нет, не может. Аллаха? Без знаний, если Подожди. у тебя знаний нету, ты не можешь Все, эту религию тогда как-то подожди. понять. Все, не может. С одним Кораном он не может. Нужны хадисы, да? Правильно я понимаю? Нет, я не сказал, что нужны. Подожди, да, я договорю. Нужно понимать Ну, в смысле, смысл, эти знания о чем там пророка, говорить. который объяснял, который пророк объяснял вот эти знания, о которых ты говоришь, это же сегодня называется хадисами. Правильно? Объяснение, где это неспослано, что пророк говорил, почему оно неспослано, пророк объяснял то, что пророк объяснял. То есть у него одна книга, есть какие-то отдельные слова у него, где он одну книгу, которая ему неспослана, Бог, в общем, ее непонятном человеческом языке, который он же создал, мозг, который он же создал, чтобы этот мозг человека понял, Бог не смог это не спаслать. Понадобились люди, которые его там веками тафсири, тонны тафсири писали, объясняя эту, в моем понимании, бессмысленную книгу. То есть хадисы, это называется хадисы. То есть нужны хадисы, чтобы понять Коран. Правильно? Совершенно верно. Цепочка. Главное, чтобы это хадис был с цепочкой передатчика. От ну, того-то, не важно. кто то это, есть Коран не даст. Ну, как не важно, Коран... это все важно. Это все важно. Да, это да, я наука понял. целая. Это достоверные, не, подожди. То есть нужны хадисы. Все. Коран, один Коран, невозможно понять без хадисов пророка, которые объясняли эти аяты. Правильно? Ты читал Коран сам? Ты вообще послание своего Аллаха и своего Только что я вам пророка, зачитывал аят, по-моему, из его Корана. книгу, которую он оставил, ты от начала и до конца хоть раз в своей жизни прочитал? Ну, а как ты сам думаешь? Ну, по твоему предыдущему ответу, думаю, не читал. Ну, видишь, ты, как всегда, неправильно думаешь. Ну, ладно, давай не будем Ну, зацикливаться. ты можешь дальше. ответить, читал или не читал? Конечно, читал. Конечно, читал. Только что я вам зачитал вот тогда суру прочитай, Римляне. Хорошо. Теперь также, таким же образом, прочитай 45-ю суру, 6-й аят, если тебе не трудно. И что там надо зачитать? Что там? Давай. Алло. Что там? Что с тобой случилось? Что ты сразу стал, я не знаю, слабоумным, что ли? Просто прочитай аят и все. Что значит что? Просто читай аят. Так вот. Аль-Джасия, коленопреклонные, правильно? 45-й сура 6 аят, да. Так, давай я буду читать. Я что зачитываю. с тобой случилось? Ты сразу слабоумного превратился? Вот аяты Аллаха, которые мы читаем тебе истинно. В какой же рассказе после рассказа об Аллахе и его знамениях они верят? И что? На арабском умеешь? Давай на арабском. Бисмиллахи рахмани рахим. Тилька лиятулляхи натлуха алейка бильхакки. Фабия хадиси бa'даллахи ваятихи яуминун. И что? И что? Тилька аятуллах.
Ну, Тилька хорошо. аятуллах. Вот аяты Аллаха. Тилька аятуллах. Вот аяты Аллаха. Натлуха алейка бильхак. Которую мы читаем тебе истина. Правде. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فبأي حديث. Какой же рассказ, какой же хадис? بعد الله, после Аллаха, وآياته, и его аятов, يؤمنون, они веруют. Горе в продолжение. Горе всякому лживому грешнику. Он выслушивает аяты Аллаха, которые читаются ему, а затем надменно упорствует, словно он вовсе не слышал их, обрадуй же его вестью о мучительных страданиях. То есть тут говорится, после Аллаха и его аятов, какие еще хадисы они верят. Прямо так и написано это слово. Хадисы. Понимаешь? А потом вот это. 11 сура, 1 аят. Худ сура. Алло, что ты говоришь? Худ? Еще зачитать тебе надо, это тоже. Или что, я не понял. Не мне надо, тебе надо читать, который говорит, что Коран, с Кораном человек не может одним Кораном Хадис, стать. хорошо, ходи, рассказывай. 11 сура, 1 аят. Алиф лям ра. Алиф лям ра. Это писание, аяты которого ясно изложены, а затем разъяснены Хакимин Хабир, мудрым ведающим, то есть Аллахом. Это аяты ясно изложены, а затем разъяснены самим Аллахом. Какой пророк разъяснял? Что за дичь ты мне там нес? Что скажешь? Где ты читал? Какой Коран ты читал? Сунна посланника Аллаха, саллаллаху Так, тебе алейхи домашнее вассалям. задание. Тебе домашнее задание. А то слишком глупый диалог, слишком тупой, нервируешь ты меня. Когда человек, не зная свою книгу, пришел доказывать мне что-то, это меня, мягко говоря, бесит. Домашнее задание. Иди и прочитай свою книгу от начала и до конца, а потом поговорим. Вы даже с коранитами не можете отстоять свою религию, свой суннизм. Ты пришел сюда и еще что-то мне хочешь доказать. Это свою книгу не прочитал ни разу в своей жизни. Антитеррор, я скажу насчет этого вопроса, пару слов добавлю. Это чисто декларативные знания, понимаете? Вот знать суры Корана, вот которыми они потом любят, это все зазубрят и потом любят этим козырять ходить, понимаешь? Это абсолютно бессмысленные знания, даже если бы я, например, не знаю эти суры Корана, эти названия. Это вот просто вот эти идиоты, они сидят, целыми днями им делать нечего, и это зубрят они. И считают, это называют они знания. Потом себя считают ученым. От этой информации нет никакого толка. Хранить ее в своей голове абсолютно не бессмысленно. Нет необходимости. Сегодня кафир, Коран изобрели, Google изобрели. Я в любое время могу открыть и почитать, и какая там сура, если мне понадобится узнать номер этой суры, название суры, номер хадиса и так далее. Они любят этими цифрами себе засорять голову. Нормальные люди такой информации голову не забивают. Чисто декларативная информация. От нее никакого толка нет абсолютно. Поэтому пусть он там у себя дальше в облаках летает.